караван помощи, состоявший из 45 большегрузных машин. Сегодня в рамках гуманных инициатив основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с целью поддержки врачей и других работников сферы здравоохранения, содействия в направлении профилактических мер и лечения больных, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, в Горно-Бадахшанскую автономную область отправлен караван помощи, состоящий из 45 большегрузных машин. Гуманитарный груз следовал из Душанбе в 8 городов и районов Горно-Бадахшанскую автономную область. В его составе 500 тонн продовольственных продуктов. Это мука, рис, масло, макароны, сахар, картофель, лук и морковь на общую сумму 3 миллиона сомони. Помимо этого, по поручению лидера нации, этим же рейсом в область прибудут необходимые медикаменты и средства защиты для медперсонала, медицинская одежда, специальные очки, перчатки, антисептики и другие технические приспособления на сумму 2 миллиона сомони. Также горно-бадахшанские медики в подарок от президента страны получили одну машину скорой помощи. Раньше в апреле месяце по поручению лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, на все объекты специального назначения Горно-Бадахшанской автономной области было отправлено 500 тонн угля. Очередная поддержка работникам сферы здравоохранения и больным коронавирусом COVID-19 в Горном Бадахшане на общую сумму 5 миллионов сомони будет способствовать стимулированию медперсонала и эффективному лечению и профилактике, проводимых в лечебных учреждениях области. С целью прозрачности и точности в распределении гуманитарной помощи, состоящей из продуктов питания и медицинских средств, организована рабочая группа из числа сотрудников правительства страны, ответственные лица исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, а также Республиканского штаба по предотвращению пандемии коронавируса COVID-19 и Министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны. В городе Душанбе в целях предотвращения распространения любых инфекционных заболеваний ежедневно проводят дезинфекционные работы и учреждений и мест скопления большого числа людей, в частности городских дорог и остановок, общественных мест, улиц, аллей, парков и площадей. В городе Душанбе в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции проводят активную работу по дезактивации улиц, ведомственных учреждений, площадей и мест массового скопления людей растворами гипохлорита натрия и кальция. Ситуация находится под контролем основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона и председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали. Дезинфекционную работу также проводят и специальные подразделения Министерства внутренних дел страны. Обрабатывать улицы и проспекты, остановки общественного транспорта, скамейки в парках и у многоквартирных домов будут до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Эксперты по всему миру дают универсальные советы по профилактике вирусных заболеваний. В первую очередь соблюдать правила личной гигиены, часто и тщательно мыть руки, пользоваться антисептиком и ходить в маске, соблюдать социальную дистанцию, не трогать руками лицо. Необходимо отметить, что в Таджикистане сегодня строго контролируется ношение медицинских масок в общественных местах. В учреждения и ведомства не пропускают без этого важного защитного атрибута и обработки рук антисептическим раствором. Напомним, что подобные целенаправленные мероприятия проводятся каждый вечер на улицах и проспектах столицы, а также в других городах и районах республики. По состоянию на 15 мая более 4297 человек находятся под медицинским наблюдением в медицинских учреждениях страны. У 1118 человек был диагностирован COVID-19. Зарегистрировано 33 смертей граждан от этого заболевания. За сутки 477 пациентов выздоровели и выписаны из больницы. Министерство здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан призывает население страны строго соблюдать правила личной гигиены, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Власти Японии объявили об отмене режима чрезвычайного положения в 39 из 47 префектур страны. В Индии 8 рабочих мигрантов погибли, еще по меньшей мере 54 пострадали после того, как грузовик, в котором они ехали, столкнулся с автобусом. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей.
Власти Японии объявили об отмене режима чрезвычайного положения в 39 из 47 префектур страны. Особые меры остаются актуальными для Токио, Осаки и ряда других регионов. Это первое ослабление ограничительных мер с момента их вступления в силу в начале апреля. 7 апреля власти Японии объявили о введении режима ЧП в регионах, сильно пострадавших от коронавируса нового типа COVID-19. Затем 16 апреля режим ЧП был введен по всей стране. Глава японского правительства призвал жителей страны максимально воздержаться от перемещения между префектурами и адаптироваться к новому образу жизни, чтобы не допустить распространения вируса. Японским гражданам рекомендовано работать в дистанционном режиме, воздерживаться от лишних контактов, избегать массового скопления людей и плохо проветриваемых помещений. Он также не исключил возможность повторного введения режима ЧП в случае ухудшения эпидемической ситуации. В Индии 8 рабочих мигрантов погибли и еще по меньшей мере 54 пострадали после того, как грузовик, в котором они ехали, столкнулся с автобусом. В общей сложности в грузовике находились примерно 70 человек. Они направлялись в Мумбай. По словам полицейских, другое транспортное средство направлялось в город Унау. Водитель и еще 2 пассажиров автобуса получили легкие ранения. О причинах, повлекших за собой ДТП, не сообщается. В Болгарии на оружейном заводе произошел взрыв. Есть пострадавшие. По предварительным данным, взрыв произошел в результате производственной аварии в цехе, где производились дымовые гранаты. В результате взрыва есть разрушения, повреждены близлежащие здания. На месте происшествия работают представители специальных служб. Территория оцеплена. Расследование причин происшествия продолжается. Завод «Арсенал» в Болгарии относится к стратегическим объектам. Он считается крупнейшим предприятием в стране по производству оружия. Во Вьетнаме при обрушении строительного объекта не менее 10 человек погибли, 15 получили ранения. Инцидент произошел днем на стройплощадке во вьетнамском промышленном парке Гиангден. В момент ЧП на объекте находились более 50 рабочих. 8 строителей погибли на месте, а 2, включая одну женщину, скончались в больнице. 15 рабочих с травмами находятся на лечении в клиниках. Медики заверяют, что для хорошей работы иммунной системы нет необходимости принимать иммуномоделирующие препараты, если совместно с правильным питанием регулярно соблюдать режим труда и отдыха и избегать стрессов. Благодаря иммунитету наше тело способно распознавать и блокировать любой чужеродный фактор, оказывающий влияние на наше здоровье. Иммунная система защищает нас от различных инфекций, позволяет эффективно противостоять болезням и быстрее выздоравливать, поддерживая организм в хорошей форме. Другой метод повышения иммунитета – это правильное и здоровое питание. Пища должна быть разнообразной и качественной. Нужно часто употреблять мясо и рыбу, так как эти продукты положительно влияют на иммунитет. Очень полезны овощи, фрукты, ягоды и зелень. Негативное воздействие на иммунитет оказывают диеты, голодание, а также и избыточный вес. Вред организму наносят и продукты с высоким содержанием сахара. Помимо обычных продуктов, полезных для иммунной системы, существуют и специальные витамины для поднятия иммунитета. Витамины играют чрезвычайно важную роль в обеспечении защитной функции организма. Правильный способ укрепить свой иммунитет включает в себя физические нагрузки, правильное питание, отсутствие избытка сахара, лишнего веса, стрессов, а также соблюдение личной гигиены. Также для организма человека важны кисломолочные продукты, ведь они усиливают выработку интерферонов, белков, обеспечивающих защиту клеток от патогенных вирусов. Таблетки – это не самый лучший способ укрепления иммунитета. Они могут, наоборот, расслабить наши антитела. Поэтому лучше закалять иммунитет естественными методами, без медикаментозного вмешательства, если это не предписал лечащий врач. Один из способов укрепить иммунную систему являются физические нагрузки. Они являются природными стимуляторами, заставляют кровь циркулировать активнее, отчего все процессы начинают работать эффективнее и быстрее. Это все касается умеренных физических нагрузок, которые сочетаются с периодами восстановления, хорошим сном и сбалансированным питанием. Особенно важно добавлять спорт людям, которые ведут пассивный образ жизни, у которых сидячая работа и мало ежедневной подвижности. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!